Чеченцы – потомки создателей древней цивилизации. Самоназвание чеченцев с древнейших времен по сию пору является Нохчи, буквальный перевод означает «Ноев народ». Нохчи чеченцы считают Ноя своим отцом и пророком. Начматяне в переводе означает «страна народа Ноя», а также Ноев язычный народ. Арабы чеченцев с глубин истории по сей день называют Шейшан, что в переводе означает «образцовые». Отсюда пошло русское название Ноева народа чеченцы. Грузины же, с незапамятных времен чеченцев называют дзурдзуками, что на грузинском означает «праведные». Чеченцы ислам приняли еще при жизни пророка Мухаммеда. Большая чеченская делегация, посетившая в Мекке пророка, лично пророком была посвящена в суть ислама, после чего в Мекке посланцы чеченского народа приняли ислам. На обратном пути чеченская делегация, считая о том, что не подобает носить подарок пророка на ногах, в честь пророка Мухаммеда из каракуль, подаренных пророком в дорогу для изготовления обуви, шила папахи, до сих пор хорошо сохранившийся и являющийся основным национальным головным убором, чеченская папаха. По возвращению делегации в Чечению, без всякого принуждения чеченцы приняли ислам, осознавая то, что ислам – это не только магометанство, ведущее свое начало от пророка Мухаммеда, а это изначальная вера монотеизма, совершившая духовную революцию в сознании людей и проложившая четкую грань между языческой дикостью и истинной образованной верой. Немалой причиной, что чеченцы с легкостью добровольно приняли ислам, явилось это обстоятельство, что традиции и обычаи чеченцев, в отличие от других народов мира, в ту пору, как и сегодня, почти полностью сходны с исламом. Эти традиции и язык чеченцы унаследовали от самого Ноя, которого считают своим отцом, впоследствии от Авраама, пронесли сквозь глубину веков и сумели сохранить их в первозданном виде. Значит, законы Нохчи берут начало из одного источника с исламом. Этот источник архангел Гавриил, Джибраил, который по велению Всевышнего ниспосылал пророкам его божественные законы. Библия прямо говорит о том, что древнее население Шумер пришло с Кавказа, и эти переселенцы были потомками Ноя. От них распространились народы по земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие. Известный историк-лингвист Иосиф Карст констатирует, что чеченцы резко отделяются от других горских народов Кавказа своим происхождением и языком, являются остатком некого великого древнего народа, чьи следы улавливаются во многих районах Ближнего Востока, вплоть до границ Египта. И Карст в другой своей работе назвал чеченский язык северным отпрыском проязыка, считая язык чеченцев, как и самих чеченцев, остатком древнейшего первичного народа. Георг Фридрих Гегель, «Философия духа», самый совершенный тип, как уже сказано, арийский или кавказский, один он имеет свою историю и один он заслуживает нашего внимания, когда мы изучаем духовную историю человечества. Из того следует, что он никогда не может быть варваром, погруженным в невежество, и с самого начала, вероятно, имел познания даже выше тех, которыми так гордится теперь. Один из величайших немецких ученых, Иоганн Фридрих Блюбенбах, назвал белую, арийскую, европейскую расу кавказской. Многие известные ученые отмечают, хуритский язык и его потомок современный чеченский имеют такую же древность, как и кавказионский антропологический тип, отражающий облик самых первых европеидов-кроманьонцев. В цивилизованном западном мире и в других районах Земли, белую расу называют кавкасоиды. В исторической науке и в древнегрузинских летописях из всех кавказских народов только чеченцев называют кавкасионами. Древнегрузинские летописцы определяют родоначальником чеченцев Кавказас и относят его к пророку Ной, четвертое колено Ноя. Вспомним цитату Адольфа Гитлера о чеченцах. Воспринимая научные труды Г. Горбигера, Гаусгафера и других ученых из Азии, Адольф Гитлер писал: «Там на востоке сохранился след древней германизации Северного Кавказа, чеченцы, арийское племя». Наука определяет потомство Ноя современное человечество термином «кроманьонцы». Антропологи свидетельствуют, что кроманьонцы, или по Библии потомство Ноя, сохранили свой первоначальный физический облик именно в хуритах и в их потомках-чеченцах. В частности, известный Чарльз Уильям Рёкхертон в одной из своих научных работ пишет: после сокрушения Франции в 1812-1814 годах, нанеся поражение также могущественной Османской империи, в 1829 году, Россия принялась за кавказцев. Среди них чеченцы оказали самое яростное сопротивление. Они были готовы погибнуть, но не расставаться со свободой. Это святое чувство — основа чеченского этнического характера и по сию пору. Мы теперь знаем, что их предки были причастны к становлению человеческой цивилизации в первичном ее очаге на Ближнем Востоке. Хуриты, Митани и Урарту – вот кто числится в источниках чеченской культуры. Древние народы евразийских степей очевидно также включили их предков, потому что остались следы родства этих языков. Например, с этрусками,
а также со славянами. Традиционное мировоззрение чеченцев обнаруживает исконный монотеизм, мысль о едином Боге. Система обыденных самоуправляющихся тейпов столетия назад выработала единый орган Совет страны. Он выполнял функции единого военного командования, формировал общественные отношения, нес государственные функции. Единственное, чего ему не хватало для ранга государства, так это паницентарной системы, включающей тюрьмы. Итак, чеченский народ жил веками со своим государством. К эпохе появления на Кавказе России чеченцы завершили свое антифеодальное движение. Но они оставили функции государства как способа человеческого общежития и самообороны. Именно этой нации удалось в прошлом осуществить уникальный мировой эксперимент по достижению демократического общества. Этнолог Ян Чеснов отмечает, чеченская нация является этнической корневой частью кавказской расы, одной из древнейших источников человеческой цивилизации, первоосновой духовности, прошла через хуритскую, метанскую, урарскую культуры и выстрадала свою историю и право на достойную жизнь, стала образцом жизнестойкости и демократии. Древние армяне первыми связали этноним Нохчий, современное самоназвание чеченцев, с именем пророка Ноя, как отмечено выше, буквальный смысл которого означает «Ноев народ». Еще в 1913 году в Тифлисе в канцелярии наместника его императорского величества на Кавказе вышла книга Константина Михайловича Туманова с названием «О доисторическом языке Закавказья». Автор, приводя в доказательство огромное количество топонимов, названий гор, рек, хребтов, ущелий, поселений и других географических объектов, а также данных из исторических трудов древних авторов, летописей, преданий, археологических и прочих материалов, приходят к однозначному выводу о том, что предки чеченцев были самым первым населением на территории всего Закавказья и южнее вплоть до африканского континента. Свое происхождение хуритские племена ведут из Закавказья, из мест которые в настоящее время называются Армянским Нагорьем. Но предки армян, хайев, появились здесь с Балканского полуострова значительно позже хуритов и проживали в долине Хаяса. После распада Урарту, на севере ее бывших территорий, предками чеченцев было создано государство Нахчерия, которое включало в себя нынешнюю территорию Южного Кавказа, а также города Эребун, современный Ереван, и город Нахичевань. Нахичевань, название которого древние армянские летописи также связывают с именем Ноя. Восточные историки Средневековья оставили сведения, что город Нахичевань был основан в 1539 году до нашей эры, то есть основан 3,5 тысяч лет назад и является одним из древнейших городов на Земле. Известно, что задолго до новой эры в этом городе чеканилась своя монета с надписью «Нахч». Нахичевань в переводе на русский звучит буквально «город чеченцев». Надпись на монете «Нахч» соответственно как «чеченец». Нахчирия в переводе с чеченского языка означает «Чечения». Эребун, древнее название Еревана, переводится исключительно на чеченский язык. В долине изба, дом, хижина. Известный исследователь П. Алексеев в своих изысканиях подтверждает, что хуриты-урарты представляют собой не только физических, но и языковых предков чеченцев. В последнем издании материалов по истории СССР также отмечается о том, что урартский, как и хуритский, принадлежит к особой языковой семье, наиболее близким к ним является современный чеченский язык. М.Л. Хачикян, Мар. Ния. В своих научных трудах отмечают о том, что древней Передней Азии, начиная с середины 3-го тысячелетия до нашей эры, до конца 1-го тысячелетия до нашей эры хуриты были тем народом, культурное влияние которых на остальные народы данного региона, вплоть до Египта и Северного Средиземноморья, было доминирующим. Культурное влияние предков чеченцев, урарто-хуритов, на европейские народы не ограничивалось данными языка. Такие мировые произведения литературы и фольклора, как миф о сотворении мира, миф о Пигмалионе, миф о Прометее и другие, по мнению большинства ученых, возникли впервые у древних народов Месопотамии, ныне представленных на Кавказе в Чечении. Именно здесь, в Месопотамии, в частности в Хуритии, в государстве Урарту, зародилась школа и университет, где обучали различным наукам, письму, счету, геометрии, алгебре. Были найдены клинописные таблички, свидетельствующие о знаниях древних хуритов в этих научных областях. В одной из них доказывается теорема о подобии прямоугольных треугольников, которую приписывают греческому ученому Евклиду. Историкам стало известно, что в Шадумуме, Урарту, ее приняли за 17 веков до Евклида. Обнаружены также математические таблицы, с помощью которых хуриты умножали, извлекали квадратные корни, возводили различные степени, выполняли деление и вычисляли проценты. Садаев Д. Ч. История ДР. Ассирии, СТР, 177.
Таким образом, Месопотамия с ее народами хуритами, шумерами и другими явилась по сути древней колыбелью человеческой цивилизации. Здесь зародились почти все атрибуты европейской цивилизации, и письменность, и наука, и литература, и искусство, и многое другое. Публикации 30-х годов немецкого ученого Икарста, на известных ученых, лингвистов говорится о том, что факт этнического родства чеченцев с древними хурито-урартами основательно доказан. Специалисты свидетельствуют, что хуритская цивилизация является прямой наследницей самой первой на нашей планете шумеро-аккадской цивилизации, и то, что шумеры более древние предки чеченцев, нежели хуриты, физическое, языковое, генетическое и этническое родство которых с современными чеченцами также полностью доказано. Чеченцы-хуриты, более чем 1000 лет раньше Египта и Китая, создали древнейшие, высокоразвитые цивилизации, которые в свою очередь оказали основополагающее значение на возникновение и развитие цивилизаций Египта и Китая. В своем развитии чечено-хуритские цивилизации охватили обширные территории Северного и Южного Кавказа, Передней Азии, Ближнего Востока, Месопотамии, вплоть до границ Египта. В частности, на территории древнего государства Навчматьян, колыбель первых потомков пророка и отца чеченцев Ноя, современная Чечения, а также Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Ирака, Турции, Сирии, Иордании, Палестины, Ханаана, Ливана, Израиля и Кипра. Примечательно, что древнее название современного Кипра Алаша, Алаши, переводится исключительно на чеченский язык, Алаша хранимая, охраняемая, Алаши хранить, охранять. Хуриты изобрели боевую колесницу и астрономическую обсерваторию. По свидетельству ученых, именно хуриты в Северной Сирии впервые в мире стали делать посуду из цветного стекла. Хуриты в Урарту построили первые в мире дороги с твердым покрытием, образовали первую бухгалтерию и многое другое. Следует отметить о том, что ослепительная царица Египта Нефертити, считавшаяся до недавнего времени гречанкой, как утверждают историки, является этнической хуриткой, дочерью хуритского царя Туршрат. Конец 15 века до нашей эры. Настоящее имя красавицы было Тадухепа. Основными причинами распада чечено-хуритских государств послужили вековые войны с Ассирией, Египтом и кочевыми племенами. Засилье семитскими, бедуинскими и другими кочевыми племенами, цветущих хуритских городов, в результате него хуриты в численности оказались десятки раз меньше. На Северном Кавказе существовало древнее государство чеченцев Навчматьяне, которое является колыбелью первых потомков Ноя. Занимало обширные территории Северного Кавказа, включая современную территорию Чеченской Республики Ичкерия. На ее основе было образовано и государство Алания. Государство Навчматьян являлось могилой и страной первых поражений для многих мировых держав разных эпох: хазаров, половцев, Золотой Орды Чингисхана, империи Тамерлана Великого, персидских, русских полчищ и других завоевателей. Справедливо будет отметить, что данное государство в малых размерах существует по сию пору в лице Чеченской Республики, Навчичо. Константин Павлович Белевич, полковник российской армии, участник Кавказской войны, писатель, поэт, исследователь событий Кавказской войны и биографии ее участников, пишет: чеченское племя принадлежит к коренным кавказским племенам и говорит языком, непонятным кумыку и дагестанцу, говорящим тюркскими наречиями. Тип этого племени равно отличим: между чеченцами много блондинов, а брюнеты не отличаются резкими чертами, какими обыкновенно отличается азиатская раса. Малорослых между ними можно встретить редко. Все они по большей части роста выше среднего. К характерным чертам этого храброго народа следует отнести гостеприимство, замечательную чистоту и опрятность в жилищах и солидную, без чванства, гордость.